Сейчас у нас завершилось очередное заседание нашей комиссии по эпидемиологической ситуации в республике. Хочу сказать, что мы сегодня по всей территории республики видим исполнение нашего указа о повышении готовности, повышенной готовности к чрезвычайной ситуации. С сегодняшнего дня все школы в республике и средние специальные учебные заведения не работают. Мы также сегодня провели видеоконференцию с главами районных и городских округов, где главы доложились о наличии запасов продовольственных и непродовольственных товаров. Хочу еще раз заверить население республики, что с этим в республике обстоит все нормально. У нас запас не на неделю, не на две, а на несколько месяцев, поэтому здесь проблем никаких не будет. Это подтверждают все крупнейшие наши хозяйствующие субъекты. Конечно, всех волнует вопрос о наличии заболевшей коронавирусной инфекцией на территории республики. Хочу сказать, что у гражданина, руководителя одной из наших добывающих компаний на территории республики Саха-Якутия подозревается коронавирусная инфекция. Все анализы, которые были сданы здесь на территории республики, в городе Якутске, они все положительные. Сейчас проба находится уже в Новосибирске, где проводятся анализы, и мы надеемся, что до конца сегодняшнего дня, по якутскому времени, у нас уже будет окончательная информация о достоверности проведенных здесь в Якутске анализов. Но хочу сказать, что в Якутске уже в рамках подготовки к борьбе с коронавирусной инфекцией было проведено уже сотни различных анализов в этой части, и ни одна из них до сегодняшнего дня не была положительной. Поэтому я все-таки думаю, что до сегодняшнего конца у нас окончательный итог появится. Выявлены все лица, которые непосредственно контактировали с предполагаемым больным. Их у нас 37, со всеми они уже беседы проведены. Часть из них уже непосредственно контактировавшая близко с данным гражданином, она уже у нас локализована в обсерваторах, которые у нас открыты здесь, в городе Якутске. Часть из них, которая прямых контактов не имела, но находилась сейчас близко, опять же, по решению Роспотребнадзора, они сейчас на полном режиме такой полной самоизоляции. И будут находиться там, анализы со всех этих граждан уже взяты. При этом достаточно тревожит меня то, что у данного руководителя все-таки были определенные контакты с народными депутатами республики, по крайней мере, из них точно подтвержденные. А с одним из них рабочая встреча, с другим он просто летел в одном салоне бизнес-класса рейса на Аэрофлот. И имея в виду то, что все-таки эти народные депутаты потом участвовали в сессии Государственного собрания. Мы сейчас обсудили, я направил письмо в адрес председателя Государственного собрания о запрете проведения сессии, которая была запланирована в Госсобрании 24 числа, 24 марта, а также о том, чтобы все комитеты, все мероприятия в Государственном собрании проводились исключительно в виде видеоконференции. Когда окончательные диагнозы будут установлены, мы будем дальше смотреть, может быть, будем ставить вопрос о приостановке работы Государственного собрания в таком режиме реального. Далее хочу сказать, что сейчас Министерство внутренних дел Республики ведет активную работу по выявлению фейков. К сожалению, мы до сих пор не видим появления определенных таких историй, отсутствие болезни или присутствие болезни у большого количества жителей Якутии, об отсутствии продовольственных товаров и так далее. Еще раз говорю, что расследования ведут, и в конечном итоге эти люди будут привлечены к административной, в некоторых случаях, может, даже криминальной ответственности. Поэтому я прошу все-таки население республики в этой части сохранить спокойствие, для того, чтобы население могло получать оперативную достоверную информацию. Сегодня даже телеграм-канал был сделан оперативного штаба, который информация в таком режиме реального времени выдается по работе оперативного штаба и по той информации, которая у нас есть по борьбе с коронавирусной инфекцией, которая предположительно у нас на территории республики может быть. Хочу сказать, что по всем другим городам у нас подтвержденных положительных результатов анализов нету. У нас и в Мирном, и в Ленске, в Алдане, в Миргоре, Алехинске есть люди, которые анализы сдали. По крайней мере, пока все анализы, которые обработаны, они отрицательные. Сейчас некоторые анализы еще находятся в обработке. Здесь тоже надо понимать, что анализы доставляются в том числе из Алехинска, например, автомобильным транспортом, поэтому результат некоторых анализов будет позже. В целом, еще раз хочу подчеркнуть, что
И комиссия наша, и в целом руководство республики, и федеральные органы, и региональные, и муниципальные, мы все работаем над тем, чтобы главная наша задача – это сохранить жизнь и здоровье наших граждан, и мы эту задачу обязательно достигнем.